Конфликт в Абхазии не был этническим. Это был тщательно спланированный, многолетний проект Кремля, реализованный Москвой после распада Советского Союза. Важно понимать, что между этническими и политическими конфликтами принципиальная разница. В этническом конфликте, как правило, по крайней мере одна из сторон определяется общей этнической идентичностью. Пример чеченские войны, где на стороне Ичкерии сражались исключительно чеченцы. А что происходило в Абхазии? На стороне сепаратистов против единой Грузии воевали регулярные части российской армии и наемники разных национальностей, завербованные Россией. Эти подтвержденные факты прямого участия российских военных полностью опровергают версию об этническом конфликте. В боях участвовал, в частности, так называемый батальон имени Баграмяна, состоявший из армян. Более того, против грузинского государства сражались и этнические грузины. 16 из них даже были награждены так называемыми орденами за участие в войне на стороне сепаратистов. За единство Грузии воевали граждане Грузии различных национальностей: грузины, азербайджанцы, армяне, курды, греки. За единую Грузию сражались и абхазы, такие как Рауль Эшба и Юрий Ануа, проявившие подлинный героизм. Когда абхаз сражается против абхаза, грузин против грузина, армянин против армянина, а грек против грека, это не этнический конфликт. Это была не война между грузинами и абхазами. Это была борьба между идеей единой Грузии и российским империализмом. Борьба, итогом которой стала этническая чистка грузинского населения. Кремль называет этот конфликт этническим только с одной целью – чтобы снять с себя ответственность за военные преступления, совершенные против Грузии и ее граждан.